Неделю в тайге, никакого результата. Кроме того, как вынес стену в гараже. Сейчас тут. Вот вынес стену, уже заделал снегоходом. На сквозняк выехал. Что-то газ заклинил, я пришлось ремонтировать. А так никакого результата нет. Сегодня приехал пораньше заняться хозработами. Дровишки, водичка закончилась. Вот и заготовил, льда наколол, да. Дров напилил, на недельку хватит. Погода 28, ветерок, Сахатова нет. Что-то 6 собольков попалось, все. Вот гараж. Ехал, как заехал, сквозняк проехал. Бывает такое, газ когда клинит, мокро, там все же летит снег, бывает подклинивает газ. Но плохо то, что пришлось ремонтировать, мороз был. Постоянный хиус какой-то, ветер. Ну, в основном здесь преобладает восточный ветер. Но все равно. И нет Сахатова. Сахаты прячется в лесу во время ветра. Короче, глухаря стрелял, промазал. Сплошная непруга, не прет. Нынче мне не прет. Так, температура уже 48. С утра была 54. 2 недели уже здесь. 2 недели, я за 2 недели ни одного зверя не видел. Все попрятались, волки пришли, всех разогнали. Следы видел, но волков тоже не видно было. Сегодня 26 ноября, да, почти 2 недели уже здесь. Завтра выезжать надо. Сегодня он снегоход оттаивает, да, дровишек, ПГД, он водички принес, да, дров напилил немного. Дня 4 назад провалился в воду, он гусеница совсем рваться стала, вон, рвется, вода туда попала и лед рвет гусеницу. Вообще почти гусеница стала опасной ездить. Главное, провалился не в наледь, а чисто в воду. Кое-как выехал, часа 3 выезжал, наверное. Потому что вода была большая, замерзла. Потом вода ушла, а лед тонкий остался, где-то сантиметра 3. И меня не выдержал, я прямо в воду провалился. Часа 3 сидел, кое-как выехал. Вон, в гараже оттаивает. Все равно уже до конца таять не получится. Холодно на улице. Под полтинник, да. Сегодня праздничный ужин у меня. 26 ноября. Семейный праздник. Семейный у меня. Вот оладьи заварганил тут. Буду оладьи печь. Уже пеку. Компотик сварил. Сухофруктов. Так что праздник в полном разгаре. Ну и развести, наверное, надо будет что-нибудь. Где-то есть у меня спиртяшка. Оладьи гороховые, правда. Ну ничего страшного. Один в зимовье. Уже 2 недели как один. Так что ничего страшного. 5 часов уже темнеет. Помимо этого у меня еще суп гороховый варится с копченостью. Так что чувствую, сегодня весело будет. Так, оладушки напек, сейчас буду угощать баяная. Ну, многие мои подписчики знают, кто такой баянай. Кто не знает, это дух тайги, без которого не проходит ни одна охота. Поэтому баянай, он вроде бы как в тайге самый главный. И вот когда его угощаешь, даже бывает просишь у него, чтобы он дал что-либо в плане добычи. Нынче он ко мне не очень благословен был. Что-то вот сколько, месяц считай, что я здесь в тайге нахожусь. Практически мясо-то и не добыли мы.
Вначале там немножко, чуть-чуть поели и все. А так остался я без мяса. Ну ничего страшного. Я думаю, в следующий раз он даст обязательно. Сейчас к тому же оладьями такими угощу его. Завтра на выезд уже. Но я дня через 3-4 заеду снова. Вот, а угощают Баяная посредством, в общем-то, вот этого надо в огонь кинуть. Вот эти оладушки он любит. Издавна их только оладушками. Это современные охотники там наливать стали ему спирт, да, прочие винноводочные изделия. Этого делать нельзя. Надо вот жирными оладушками его кормить. Чтобы он был благосклонен к тебе, к твоей охоте, только вот жирные оладушки у него в почете. Остальное все ерунда. Водку ни в коем случае нельзя. 53 градуса на улице. Задействовал все энергоресурсы. Энергетические и тепловые. Там вот печка горит, печку разжег. Ну а снегоход завести надо. И здесь прибаска работает. Прибаска быстрее. Вот двигатель уже отошел. Ремень тоже можно будет заводить. Все нормально. Баффины ни хрена не держишь, новые купил баффины. А ни один хрен не держит. Вроде холодно, 53 градуса и холодно. Ноги мерзнут. Так что там до 100 пишут, это полная ерунда.